Всем привет из солнечной Абхазии. Мы находимся в Новом Афоне. Спускаемся с Анакапийской крепости и едем до Новоафонского монастыря. Погода солнечная, тепло, где-то градусов 18, может и 20. Вон виднеется монастырь, купола. Купола вы мои, купола. Так, куда нам? Куда нам? Куда нам? Можно попробовать сюда, налево. Как мы сюда поднимались. Молодец, молодец. Вот это тут спуски. Ну, подъемы были тоже крутые. Ну и спуски тоже. Ничего так. Вон Новоафонский монастырь. Курицы бегают. О. Опа! Так, Новоафонский монастырь левее. Как же, где туда дорога? Наверное, где-то здесь. Сейчас найдем. Так, монастырь у нас справа. Собачата маленькие.
Так. Что он там, едет или не едет? Походу не едет. Поедем мы, значит. Так, где-то здесь направо, наверное. Так, дорога есть, значит, наверное, к монастырю ведет. Или тупик тут. Так, нет, это мы проехали не сюда. Какой-то переулок. Какой-то переулок. Сейчас посмотрим. Должны, по идее, выехать с этого переулка до храма. И что тут?
Где тут выезд? Где-то чё? Машины стоят, а выезда нету. Интересно. А? Сюда надо ехать, к монастырю. Вот так, да? Спасибо. Спасибо. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Вот мужчина подсказал. Во. Так, ну это уже что-то похоже на выезд. Так, вон монастырь. А нам куды? А нам. Гостиница с бассейном. Новоафонский водопад.
такая... Мы находимся в месте, где Новоафонский водопад и церковь Новоафонская. Я бронировал. А здесь могу пройти, Давай, спасибо. давай, Динамо, давай. Да, да, да. Динамо, давай, давай. Ой. Турбо включил режим, чтоб не напрягаться особо. И нормулик. Поднимаемся тут к этому монастырю Новоафонскому. Что-то тут перекопано. А что-то тут... Ладно, сейчас заедем по щебню. Ух, тут какие камни. Заехали. Ну, куда-то не туда, наверное. А не. Туда, походу. Поднялись к монастырю. Ну, а машинами, наверное, ездят другой дорогой, где-то в объезд. О, красота. Лепота, красота. Да ниже туда спускаться.
Что там написано? Вот проводит. Государственная дача. Что там за дача? Что-то, мне кажется, тут никакой дачи нету. Да, тут такое. Заброшки всякие. Монастырь, конечно, шикарный, с пальмами такими богатыми. Да,
Шикарно, шикарно. Так, ребята, выезжаем с Нового Афона, с монастыря Новоафонского. Едем в Гагру, а с Гагры потом домой в Адлер. В Гагре нужно будет зарядиться, заправиться. Погода отличная, солнечно, тепло. Да, красота в Новом Афоне. Много кипарисов. Больше, кстати, наверное, кипарисов, чем пальм. В Гагре, вот, например, больше пальм. Так. Что-то тут прорвало. До Гагры 60 км. Это часа 2 ехать. Ну, дорога, кстати, там более-менее ровно, может и меньше, чем 2 часа. Может, за 1,5 часа доедем. Ну, посмотрим, да, как там. Не будем загадывать.
Так, это мы сюда едем. Вот это в перчатках. Неудобно, капец. Собаки отдыхают. Так, все, на трассу выезжаем. Можно было бы на набережную, там еще. Ну нет, сегодня поедем без набережной. Посмотрели Анакапистскую крепость. Вон какая красотища. Едешь и смотришь на море, да. Посмотрели Анакапистскую крепость. Вот, посмотрели на Афонский водопад. Еще там перекидка сбивается. Вот, и сам монастырь. То, что, в принципе, я и хотел в основном, в первую очередь, посмотреть. Погода отличная, просто шикарная.
Мандарины продают местные. Местные фрукты. Куча мандарин. Девочка сидит, торгует фруктами. Тоже он фруктов полно. Что хочешь. Хурма всякая, виноград, мандарины. Что там еще есть? Фейхоа, или как оно там еще называется. Корова лежит, отдыхает. Да, коров здесь встретишь часто по дороге. Лежат себе, отдыхают спокойно, как будто они у себя там где-то во дворе. Так, ветер присутствует, но он какой-то непонятно, боковой что ли. Снова фона Вадлер 100 километров. Море уже дальше стало, уже его почти не видно. Разворачивается. Да, фрукты. Но у нас дома это все есть, в принципе. И абхазские мандарины, и всякая хурма там.
Так, что мы проехали с нового фона Санакопийской крепости. И вот едем 11 километров. Полностью заряженные двумя аккумуляторами. О, КамАЗ кирпич повез битый. Эй, корова, отдыхает. Да, здесь, правда, дорога себе обычная. Едешь себе и все. Обычная дорога. А вот с Рицы, когда едешь домой, о, там, да, там виды. Там полностью с самого озера и в самый низ полностью спускаешься, и красоты. Любуешься, едешь и наслаждаешься. Просто шикарно там, да. Ну а здесь так себе. Просто едешь и все. Ну вон с левой стороны там море где-то виднеется. Как бы так. И все. А так дорога себе и все. Вон какая-то заправка. Маленькая заправка. Какая-то местная, что ли. Петроль. Петроль. И по-ихнему как-то еще называется там, по-абхазскому. Ацквара. Речка Ацквара. Бабулечки он сидят, торгуют витаминками. Помидоры, огурцы, все с огорода, фрукты, овощи и фрукты, все свое с огорода. О, кто-то шурует на велосипеде. Какой-то мужик. Вон там море виднеется. Какая-то стела. Кому-то военным. ЖД там он. Рядом с морем. Опа. Такс. Вот красота. Едешь и наслаждаешься. В Абхазию ездить одно удовольствие. Такие просторы. Вообще ни пробок, ничего. Природа и просторы. Шикарное море. Пляжи широкие и длинные. Просто обалдеть. Что-то сигналят. На обгон пошли. О, летают. Так, небольшой подъемчик, что ли.
Да, ветер есть. Собака такая. Корова. Ля, на он вверху. Залезли на самый верх. Ха. Как они туда залезли? Фу. Вот коровки тоже пасутся. Или это лошади? А это лошади. Ха. Испугались. Лошадки. Ну, в принципе, с озера Рица домой тоже 95. Почти 100 там, да. Как и с Нового Афона. Но, блин, там хоть полпути вот с озера Рица до Гагры. Там километров 35 или сколько. Ну, 30 точно, там и спуск. То есть крутить не надо педали. А тут именно спусков нету. Я так понимаю. Так. Продолжаем движение. Проехали к Гудауту. Город Гудаута в Абхазии. Между Пицундой и Новым Афоном. Но там смотреть особо нечего. То есть там нет никакой ни крепости, ни водопадов, ни там озера или там скал. Такого ничего знаменитого нету. Ну да, там есть набережная, есть пляжи. Пляжи, кстати, там песчаные есть и галечные есть. Это да. Вон впереди нас горы. Справа тоже вон горы есть в снегу. Какая-то Бамбора. Кафешечка Бамбора. Вот. В общем, проехали, да, мы Гудауты. Коров полно. Лежат себе, отдыхают. О, чудные. Вышли погулять и не вернулись. Так, какая-то заправка. Что за заправка? Вроде неплохая. Подорожник. Какая-то заправка. Подорожник.
Ну нет, мы поедем на нашу же заправку перед Гагрой, там будем заряжаться, заправляться, перекусывать. Впереди горы, верхушечки гор немного в снегу. Ну, здесь высота такая себе. Ну как, высоко, да, но видно, там еще рано снегу лежать. А мы сейчас проезжаем район, наверное, это считается район Пицунды. Перед Пицундой, но получается от нас по левой стороне Пицунда. А вон красотища какая. О, да, там горы уже в снегу. Красота, ляпота. Да, сейчас где-то поворот будет, наверное, или сейчас, или дальше на курортный поселок Лдза или Лидзаве. А там уже и Пицунда рядом. Два деления у нас уже на одном аккумуляторе. Так, тут что? Милиция? Полиция? Милиция? Походу да. Или нет? А нет. Просто магазин. А что они так медленно едут? А, трактор впереди, понятно. Какая-то церквушка небольшая. Сегодня тепло. О, красота такая. Сегодня теплый день вообще. Особенно вот днем это вообще, наверное, плюс 18, плюс 20. Релевое хозяйство. На мотиках мчат. Ха-ха-ха. Как нам на этом сказали, на Копийской крепости охранник: сюда на мотоциклах нельзя. А я ж ему: да у меня не мотоцикл, у меня велосипед электро. А он говорит: не-не-не, все равно нельзя. Типа будете там пугать туристов. Я говорю: да нормально, проедем, поднимемся. Он все, не. Ну, не так не, ладно. Не хочешь пускать, как хочешь. Мы пешком поднялись. Магнит строят. Будет и в Абхазии магниты.
Хотя, может, и есть они. Я их не видел. Так, горы, красота впереди, да. А у нас 30 километров проехали уже. До Абхазии еще, по-моему, столько же, что ли? 30 или 20. Чё-то не помню. Звандрипш. То есть Цандрипш, а это Звандрипш. О. Названия такие тут у них чудные. Так, нам бы хотя бы в 4 часа быть на заправке. Да. Разница час. Коровка. Разница час. Значит, если в 4 мы приезжаем, то это по Сочинскому 3. И 2 часа у нас есть на зарядку аккумулятора. Где-то так. Одна батарея осталась. 2 часа на зарядку. Чтобы доехать домой. Так. Стой, жди. Спасибо. Да, ну, тут, конечно, можно ехать. Вот эта ракета полетела. Тут можно ехать, тут виды, да. О, тут балдежно. А то там едешь, ни гор не видно, и толком моря не видно. А здесь вон красота, ляпота. Едешь и наслаждаешься видами на горы. Так, что там у нас? Одно деление осталось. Одно деление. Коровки пасутся он себе. Так, 32 километра почти. Получается, на одном аккумуляторе можно проехать 32 километра. 32-34, вот так вот. Смотря какая местность. Там были несколько подъемов, где мы в Новом Афоне там поднимались. Вот, там мы, конечно, на турбо спалили. Вот, но в принципе, если подъемов таких сильных нету, то 35 километров на одном аккумуляторе. Но это при том, что он велосипед весит он 28. 28 килограмм, это как бы ощутимо. Фуровод пошел. Вот это виды, да. Наслаждаешься, едешь. Красотища, красотища. Да, этот выпуск на ютубе выйдет, конечно, не скоро. Уже после Нового
года. Да. Сейчас у нас там еще пока есть незавершенные видео про Ялту, про поездки по горам, по там туда-сюда, там в Алупку, там в горы, там в Утес, в Алушту. Всякие тропы. Так, ну что, сейчас будет, наверное, 35 и переставимся. Тут, в принципе, дорога ровная. Можно топить. Ну, здесь, конечно, красиво ехать, да. Еще осень, деревья разного цвета. Зеленые, красные, бордовые, какие-то еще там цвета переливаются. Так, может, здесь переставимся? Сколько? Почти 34. Да. Переставимся. Оп. Переставили второй аккумулятор, свеженький, и мчим дальше в Гагру. О, красота вон, деревья, обалдеть. Да. Красивый цвет такой. Этнопарк Апсны. Тут прям типа как велосипедная дорожка. Так, с заправки той, которая перед Гагрой там, до границы хватает одного аккумулятора целого. Там почти, по-моему, 35 километров, что ли. Или 35, или 34, что-то такое. Красота.
Полиция спешит куда-то. Да, красота, ляпота. О, какие-то быки. Червоні. Так, 36 км. А я еще думал, все сегодня подштанники одевать или не одевать. Думаю, будет холодно. Ага, фига там. Жарень. О, этнопарк. Что там интересно? Так, сейчас посмотрим, что там у нас, где мы едем. Так, показывает 28 километров. 28 километров, это мы спалим 3 деления, что ли? Или даже 4. Сейчас по левой стороне от нас, ну его отсюда не видно, этот Пицунда-Мусорский заповедник. Ладно, мчим дальше. Посмотрим, сколько там останется у нас. Все равно надо заряжаться. Идем стабильно, дорога ровная.
Какая-то кафешка, что ли. Подъем. Небольшой подъемчик. Фух. Да, здесь именно спусков таких, чтобы можно было расслабиться, нету. Постоянно крутишь. Да уж. Бармыш направо. Опять коровы пасутся. Так, какой-то памятник справа. Коровка одна кушает травку. О, ветер. Тут уже встречный ветер, что ли. «41 километр уже». Да. Снова Афона. Мчим в Гагру. А с Гагры потом в Адлер. Через границу российско-абхазскую. Но радует то, что граница проходится за, ну, абхазский пункт
пропуска вообще. Подъезжаешь, показываешь паспорт и все. То есть там нет ни кабитки, будки там, где там сидит человек и проверяет тебя в базе. Просто стоят пограничники, подъехал, паспорт показал и все. И поехал на российскую. На российской подъехал, в один ряд там стал. Поставил велик, подошел, паспорт проверили буквально пару минут. И все. Ну, если там очередь, там может, ну, именно паспорт проверяют. Ну, там сколько? Ну, трое, четверо. То есть это максимум, не знаю, минут 10-15. То есть, в общем, за 20 минут можно пройти. Если ты на велосипеде ездишь из Адлера в Абхазию. Супер роуминг. О, черный автобус. Какая-то стелла, что-то там написано. Так, одного деления уже нету. Лошадки опять. Испугалась лошадка. Коровы. О, подъемчик. Ха-ха. На Мерседесе. Первый подъемчик такой.
Да, жарковато, однако. ДПС. Наш инспектор ДПС. О, спуск. Наконец-то. О, можно отдохнуть. Давай обгоняй уже его на повороте. Гуляет себе. Что там, подъем, да? Походу, да. Небольшой подъемчик. Everybody. Сколько у нас там? 45. Еще 15 километров. 15 километров это 2 деления где-то уйдет. О, залезли. Так, а ну-ка мы сейчас станем, попьем. Фу. Попьем водички и поедем дальше. Ой. Надо доехать до заправки по Бырику. Там уже сидеть, отдыхать, ждать, пока зарядится. Спуск! Хо-хо-хо! Как хорошо!
на спуске. Все, спуск заканчивается. Крутим педали. Пахнет лесом. Рубят что-то там. На обгон. Спешат куда-то. Куда вы спешите? Ветер, падла. Ну хоть теплый. Идем стабильно. Какие горы красивые. Шикардос. И Рица, да, там он уже Рица. Дорога на Рицу. Красота. Эх, сейчас бы на Рицу рвануть. Не, сегодня уже не получится. На Рицу, пока туда поднимешься, 40 километров подниматься. Ой. Ну да, 2 часа подниматься. Речка Бзыб. О, что тут? Какие-то дырки пустые есть, заложенные. Да, вот такая красота. Так, ну это походу мы уже подъезжаем к Гагре. К ее
окраинам. Ну да. Гагра, Гагрский район. Добро пожаловать. Рица, 40 километров направо. Да, вот туда на Рицу. А нам прямо на Гагру. Да, вот этот поворот на Рицу. С этого поворота мы как раз выезжали. И прямиком на заправочку. 50 км. И что, с этого поворота, что ли, 10 километров до заправки? Не может быть. Что-то, я думаю, меньше, чем 10. Ну, сейчас посмотрим, ладно. Ветер, падла. Мойка. Обмыть бы сейчас байк, смазать. Такс, да, Гагринский район, значит. Фуры стоят, 4 штуки, Вольво все. Ага. На заправке. Полиция. Костры палят. Что ты сигналишь? Или это свадьба? Свадьба в Абхазии. Фа-фа-фа-фа. Свадьба. Свадьба. Похоже на то. Во, 3 деления. Как раз до заправки. Тормозит как. Да. Притормози, братан.
Да что такое, какая-то предпоследняя звезда не хочет переключаться. Что-то она там щелкает. Коровки отдыхают себе. А что им еще делать? Мы сейчас тоже будем отдыхать на заправке. 2 часа. $53. Где там эти заправки? Переходит дорогу. Спокойно себе. Никуда не спешит. Нормально. Что там оно сбивается? Кругом одни коровы. Так, первая заправка, а наша будет вторая. Да, помним мы это место, помним. Пип-пип. Сигналишь, кому ты сигналишь? А вот и наша заправочка.
Роснефть.